Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся на прекрасном дачном частном участке в гостях у Татьяны Павловны Кондратьевой. Татьяна Павловна у нас является руководителем творческой студии «Кере» при школе... в народе его называют речевой школе. Да. Ага, и Татьяна Павловна большой мастер. Вот просто посмотрите, сколько всего на фоне нас лежит. То, что надето на мне, на Татьяне Павловне, это все сделано ее золотыми руками. Татьяна Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как начался ваш вот этот вот творческий путь, как вы к этому пришли, когда? Угу. В данной школе, в речевой школе, да, я работаю 9-й год, а так, конечно, занимаюсь бисероплетением я уже давно. Можно сказать, около 30 лет. И самая такая работа у меня, да, это вот нагрудно-наспинное украшение. Оно, конечно, полностью стилизованное, но основанное на традиционном нагрудно-наспинном украшении. Все сделано из бисера, пайеток, стразы. Вот так вот. Вы преподаете учащимся, да, речевой школы, а также и персоналу. Да, школы. У нас в речевой школе у меня 2 студии. Это творческая студия «Кере» для обучающихся школы, да, и творческая студия «Каталына» – это студия для коллектива нашей школы. Там занимаются учителя, воспитатели, техработники, медработники нашей школы. Тоже создаем такие украшения. Но помимо вот нагрудных украшений, мы видим здесь еще много всего прекрасного, блестящего, не знаю, такой кропотливой работы, да, вот, что представлено здесь. Это ваша выставка? Да. Это работы моих учениц, в том числе и мои. Да? Мы создаем такие вот костюмы, то есть с головного убора, с нагрудно-наспинным украшением. Да? Вот, например, наножники у нас. Даже. Наножники. А вот это вот манжеты. Манжеты с висюльками, да? С узором. И также вот каждая девочка у нас создает такую куклу. Она текстильная, и полностью вот костюм делают девочки. Полностью вот эту куклу мы начали разрабатывать уже вот в творческой студии «Кере». Также делаем вот цветы из бисера. И броши делаем. Броши разнообразные делаем, да. Так. Различные. Ну вот, знаю, что это не вся часть, да? Да. Работ. Это маленькая часть нашей работы, конечно. Где все хранится, вот с какой целью, да, вы где-то вот демонстрируете эти работы? Да. С коллекциями мы с девочками выступаем на конкурсах, в различных конкурсах. Мы участвуем, конечно же, в республиканских конкурсах, международных конкурсах, побывали во многих городах, стали лауреатами 1-й степени в республиканских, международных, всероссийских конкурсах. Ну вот вы сказали, что вот больше, как сказать, занимаетесь вот как раз-таки нагрудными, да? Да. Можете повернуться, мы видим, что и сзади такая красота, да? Тяжеленная причем, вот поверьте мне на слово. И Татьяна Павловна, вы говорили, что это украшение состоит из 64, да, вот таких вот маленьких квадратиков, да, вот приглядитесь. 64 Какая же работа, вот сколько времени ушло у вас на эту красоту? Это на самом деле подарок моих учениц. Они для вас сделали? Для меня они сделали, да, удивили меня. Я им предоставила только материал, и они сделали буквально за 3 недели, закончили. Это коллективная работа. Каждый внес свою, свою лепту. И как раз-таки вот что-то подобное мы сегодня будем с вами демонстрировать нашим зрителям. Сегодня мы будем делать вот этот вот квадрат.
Ага. Ага. Полностью там и кожу, и наполнение, все сделаем, покажем. Давайте покажем, давайте приступим. Пожалуйста, идем к столу. Татьяна Павловна, вы на помощь позвали свою ученицу. Да. Представьте нас, пожалуйста. Моя ученица, лучшая из лучших, Алина Соколова. Она в этом году вот заканчивает. Сегодня у нее выпускной. Будем получать аттестат. Так, прямо здесь, в эфире. Ага. У Алины такой прекрасный волнительный день для вас, да, тоже? Ну и можем приступать, да? Да. Какие материалы нам вот понадобятся для создания, еще раз напомню, вот такой вот красоты, да? Ага. Вот окончательный вариант. Вот он. Ага. Так. Ну, в первую очередь мы делаем основу. Основа у нас из фетра. Так. Фетр мы берем жесткий, чтобы он держал форму. Да? И обязательно нам нужен вот такой вот шаблон квадратика нашего. Да? Тут 3,5 сантиметра. Обязательно нужны вот эти вот линии пересекающие, чтобы мы находили середину. Да, и вот эти вот линии нам обязательно понадобятся. Да? Обязательно ножницы, иголки у нас для бисера, вот такие вот мы используем, да? Ну, различные, какие у нас есть. Да? Ага. И работаем, мы очень любим работать мономитью на 0,20 миллиметров. Очень любим. Да? Они очень хорошие, прочные. И, ну, что еще нам нужно? Бисер, конечно, да, пайетки, бисер чешский номер 8, пайетки у нас итальянские идут, вот такие, на сколько? 4 мм. Ага, на 4 миллиметра у нас, да. Ага, бисер Чехия номер 10, рондели на 4 миллиметра. Так, еще бусы на 8 миллиметров. Ну, столько всего. Ага. Да, ага, и беконус на 6 миллиметров. Так, и беконус на 4 миллиметра. Вот что нам понадобится для полностью такого законченного вида квадратика. Да? Еще у нас нужна будет эко-кожа, которую мы сзади используем. Вот. Уже вырезанные, готовые у нас. Такие вот. Ну все, можем приступать. Можем приступать. Да. Вот мы вырезали из фетра квадратики Да, наши, да? ага. Вот берем, например, фетр, ложим шаблон и обязательно работаем мы гелевой ручкой белого цвета. Она очень хорошо. Обводим. Да, ага, ложится, вот так вот обводим. Обязательно отмечаем вот эти вот наши линии, чтобы потом их так вот соединить линейкой. Так, ну вот вырезали. Вырезали, и тут у нас вот все отметки. Да, можно еще для себя отметить вот эти вот середину, вот так вот отметку сделать, чтобы знать, где у нас еще середина, да? Вот. Для удобства. Для удобства. Ага, берем иголку с мононитью. Так. Для вас тоже подготовили, да? Так, и начинаем. Первое, что мы должны сделать, да, мы должны вот по краю пришить вот эти вот пайетки с бисером. У нас тут набор. Они чередуются, да? Да, ага. И на каждую линию у нас по 4 таких набора. То есть все края у нас должны быть одинаковые, так как у нас это квадрат, да? Так, сначала что мы берем? Мы берем отсюда бисер номер 8. Это у нас 8 идет, да? Так, где у нас линия? Это у нас лицевая сторона, а это у нас изнанка. То есть все закрепки у нас будут с этой стороны. Сзади. Да. Выходим вот так вот примерно. Да. И закрепка у нас осталась вот. Еще раз проходим, чтобы крепко было. Да. И снизу уже окончательно выходим на лицевую сторону. Вышли, да? Так, сначала берем один бисер 8. И
берите отсюда. Это у нас итальянская пайетка. Сразу набираем, да? Да, можно набрать одну пайетку. Мгм. Потом берем, идет у нас десятка. Вот она. Чешский бисер номер 10. Она у нас темного цвета, да? Мгм. Потом опять берет пайетку. Опять пайетку берем. Ага. Потом берем восьмерку, номер 8, бисер. Ага. Потом опять берем пайетку. Берем десятку нашу, темную. Потом берем опять пайетку. Ага. И заканчиваем бисером номер 8. Да? Ага. И смотрите, вот такой у нас набор должен получиться. Такой вот Так. набор. Да, ага. Потом, что мы делаем, да? Таких наборов, с одной стороны, у нас должно поместиться 4 штуки. Поэтому вот распределяем где-то около середины, да? Половинка, да? Да, половинку. Ага. Выводим иголку вниз. И вот у нас получился такой, да. Ага. Мы говорим как пирожное, да, Лина? Как Немножко пироженка. Да. ага. Дугообразный, да? Да. Мгм. И вот таких вот мы делаем с одной стороны 4, 4, 4, 4. соответственно. Да. Ага. Потом рядышком выходим обратно на лицевую сторону. Ага. И опять повторяем. Повторяем этот же набор. Так. Ну, пока я еще на первом этапе, Алина нам покажет следующий этап, да? Ага. Со стразами. Вот так вот Вот так должно получиться в итоге, да? Да. Сразу мы пришиваем посередине, и чтобы было ровно. Вот тут рассчитываем, чтобы влезло Расстояние. расстояние. Ага. Ровно там, где Чтобы он знакомый. ровно вот так вот посередине был. Так. Ага. Хорошо. Пришиваем стразу, да. Ага. Там у нас на стразе 4 дырочки, и в каждую дырочку заходим мы по 2 раза, да, Лина? Угу, по 2 раза, чтобы закрепить эту стразу. Алина покажет. Так, вот такая вот у нас страза. Это цапа. И идет вот такая вот страза. Ну, риволи еще называют его, да, на 1,5 сантиметра. Мгм. Она стеклянная. Заходим вот в эту дырочку, да, а потом следующую крест-накрест лучше пришивать. И по 2 раза, да, Лина? По 2 раза. И стараться надо, чтобы у нас страза была именно посередине. От этого очень много зависит. Следующее наше наполнение, чтобы было ровно, да, чтобы весь бисер у нас лег прям где надо. Поэтому обязательно следим за линиями. Вот для этого нужны были нам линии, которые были у нас вот на шаблоне, да? Закрепку обязательно на каждом этапе делаем, чтобы весь бисер, стразы у нас лежали крепко. Обязательно делаем несколько раз закрепку. А Алина у нас сколько уже занимается у Татьяны Павловны? Алина 9 лет. Уже 9 лет? Да. Ничего себе. Это в каком классе ты, получается, Она пришла? в 1 классе пришла. Ага. С 1 класса занимается. У нее очень много успехов, достижений. себе. Да? Ага. Ага. Вот у нас получился вот такой вот. Ага. Второй этап мы закончили. Пришили стразу. Да? Теперь следующий этап. Вот если посмотреть готовую, да, то мы должны вокруг стразы стразы сделать вот такую светленькие, красоту. да? Да. Ага. Тоже набираем набор, как
как здесь у нас был почти, да, но посередине мы возьмем вот такой вот рондель. Мгм. И он чуть-чуть у нас будет уже по-другому смотреться, да? Мгм. Так, и теперь начинаем следующий этап. Что мы берем, да? Тоже выходим снизу. Вот снизу выходим. Закрепка у нас осталась вот сзади, да? Угу. Берем восьмерку нашу, берем пайетку одну и уже берем не темный бисер, да, десятку, а светлый, чуть светлее. Угу. Вот, потом опять берем пайетку и посередине у нас уже рондель, да, на 4 миллиметра идет. Угу. Так, ну потом повторяем уже повтор. Это у нас пайетка идет, десятка идет, потом опять пайетка пойдет и заканчиваем восьмеркой. Угу. Вот такой наборчик у нас должен получиться. Красота. Угу. Тут тоже мы обязательно должны рассчитать. Вот таких наборов вокруг нашей стразы мы должны пришить 7 штук. Угу. Поэтому обязательно сразу распределяем места. Вот так вот. Угу. И так мы должны пришить 7 штук. Опять же, вот эти вспомогательные линии, да, помогают, да? Да, они обязательно помогают для расчета. И у нас следующий этап. Ага, готов. Да, ага, вот обводку вокруг стразы мы закончили, да? Ага, и теперь следующий этап. Вот у нас 4 угла, и вот на 4 угла мы должны пришить бусину номер 8, закрепляем восьмеркой, да? Восьмеркой, и внизу у нас еще, да, пайетка. Чтобы были блики. Да, ага. Так, сначала берем пайетку нашу. Угу. Тоже другая пайетка идет у нас. Сначала берем пайетку, потом берем нашу бусину номер 8, потом берем номер 8, уже чешский бисер. Угу. Вот. И пришиваем его. Угу. Вот так вот на 4 угла мы должны пришить такую вот красоту. 4, да? Ага, вот как здесь показано, Да. как раз, да? Ага. Большие бусинки. Большие бусинки, ага. Под низ обязательно ложим пайетку, чтобы, ну, бусина у нас еще заиграла, чтобы, да? Под бусинкой получается. Да. Ага. Татьяна Павловна, а вы вообще вот, получается, сами разрабатываете узор, вот как сшить, или откуда-то берете? Технологию, да? Ага, ну, технология у каждого, конечно, своя, основываясь, конечно, на традиционных технологиях, да, но все равно что-то вносит каждый мастер, каждый учитель, каждый педагог свою технологию. Почерк все равно, да? Да. Ага. И даже вот девочки, да, у меня уже по ходу дела, у них тоже появляется своя технология. Ага. Все равно они работают, как им удобно, делают разные варианты, способы, да, и с этого и рождается вот новая технология. Каждый раз. И девочки советуются между собой у меня, да, обмениваются опытами, да, у кого что получилось, как получилось, да. Ага. Ну, вот так вот рождаются новые технологии. Вот, например, под бусину такую, да, пришивать пайетку, мы тоже сами пришли к этому, и оказалось, что прям очень нам понравилась вот эта вот технология, потому что бусина, она прям по-другому играет, даже меняется цвет. Вот, пришили 4 бусины по углам, да?
Закончили. Красота какая. Ага. И теперь вот по обеим вот этим сторонам, да, нам надо будет пришить вот такие вот темные рондели, номер 6. Вот здесь. Ага. По двум сторонам, да? Да, по двум Ага. сторонам. Начинаем. И закрепляем мы его десяткой темной, да, Лина? Ну и мы практически завершаем, да? Да. У нас Наполнение полностью готово. Полностью наполнили нашу деталь. И теперь займемся задней стороны нашего квадрата. Для этого нам понадобится картонка. Да? Вырезаем по нашему шаблону эту картонку. Да? И картонка должна быть на 2 миллиметра меньше, чем фетр. Приклеиваем, да, а потом сверху картонки приклеиваем, ну, такую пленку, да, любую пленку можно приклеить, и потом на пленку уже клеим. Последний слой эко-кожи, да? Да, эко-кожа клеим. Ага. Так вот должно быть. Все это моментом. Моментом, да, и он у нас прозрачный. Так вот, намазываем на нашу деталь прозрачный клей момент. И первый слой у нас идет картонка. Подправляем, чтобы он у нас был прям совершенно прямой, аккуратненький, да, квадрат. Как мы говорим, мы его утюжим. Разглаживаем, да? Разглаживаем. Ага. Так, и потом уже на картонку тоже намазываем немножко клея, не доходя до края. И следующий слой у нас пленка. Тоже приклеиваем. Аккуратно держим, чтобы он у нас приклеился. И последний слой, это у нас эко-кожа идет. Намазываем клей уже на пленку. Так вот, чуть-чуть. Закрываем. Берем эко-кожу и ложим сверху. Вот, и задняя часть у нас готова. И остается у нас самый последний этап, это обработка края американским способом. Что как раз вот делает, по-моему, Алина, да, сейчас? Алина уже начала это Что за делать. способ? Можно рассказать? Американский способ – это мы обрабатываем вот край бисером. Мы обрабатываем бисером, чешским бисером номер 8. Ну, некоторые обрабатывают десяткой, мы именно 8 обрабатываем. Почему? Потому что потом через дырки этого бисера мы будем соединять детали между собой. Вот эти. Вот соединение, да, пойдет. И мы 2 раза тут проходим, поэтому ну, 8 она очень такая самая нужная, да, чтобы надо будет проходить туда и обратно. Вот так вот соединяем детали. И вот на самую последнюю деталь, да, мы уже делаем вот такие вот висюльки. Татьяна Павловна, а если кто-то заинтересуется, может быть, у вас есть какие-то мастер-классы онлайн, кто-то захочет вот с вами связаться, да, более подробно углубиться в технику, вот как? Да. Как можно можете связаться, конечно. Позвонить по номеру. Позвонить по номеру, да. И можно. Ну, я думаю, что наши телезрители могут выйти на нашу редакцию и уже через нас связаться с Татьяной Павловной по возможности. Вот подобная работа, да, квадратик, как мы его называем, да, есть также вот в другом цвете. Вот посмотрите, как абсолютно другая, да,
работа. Вроде бы техника одна и та же, но смотрите, как цвет, да? Играет большую. Решает, отличает. Все на ваш вкус, да? Мгм. Так, у меня здесь вообще серебро, да? Да. Ага. Очень красиво. Ага. Кстати, мой любимый цвет. Да? Мгм. И вот готовая деталь мы обработали американским способом. Мгм. Готовая деталь. Вот И в итоге таких, у нас да, получается вот такая красота. Даже сзади красиво. Мгм. Ну и таких квадратиков на такое украшение нужно сделать. Ну, одну мы сделали, значит, осталось 60 всего. 63. Ну, если у человека есть цель, конкретно время, да, то, в принципе, я думаю, он может справиться, да, за небольшое время и успеть даже к ИСЭХу, да, Да. может, к следующему году, да, на Заранее какое-то подготовиться, торжество. да? Да, я думаю, вот, вполне возможно. Так, ну что, мы закончили наш такой небольшой мастер-класс, да, но очень интересный, полезный. Я тоже вот что-то, да, сделала, да. В итоге спасибо за возможность вспомнить детство, потому что в детстве очень много занималась бисероплетением. Ну и как-то вот затягивает, заманивает снова, как-то успокаиваешься даже, да? Татьяна Павловна, вам спасибо еще раз. Вам, конечно же, успехов дальнейших, дальнейших побед. Спасибо. Да, я думаю, что мы с вами еще не раз увидимся в нашей программе. Ну а Алине, в свою очередь, удачного поступления. Алина у нас планирует стать ювелиром. Да. Стоит отметить, что Алина также у нас первая в России, да, по бисероплетению, заняла конкурс. Представляете, какие вот люди сегодня провели для нас с вами такой творческий, красивый мастер-класс. Я вас благодарю. Увидимся на телеканале Якутия 24 в следующих выпусках. Оставайтесь с нами.